Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон! Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто за вами следит? Зачем? С какой целью? Что вообще происходит? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто за мной следит, зачем, с какой целью, как понять, что это за человек и чего мне ждать. Я думаю, вы все уже настроились, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Курица какая-то вышла. Угу. Ну, давайте с этой курицей начнем. Женщина не молодая, женщина очень такая говорливая, любит всех поучить, повоспитывать, как высоконравственная, вот как она о себе думает, да, такая женщина вышла. Вы эту женщину раздражаете, вы слишком красивая, вы очень красиво одеваетесь, стильно, модно, вот, вы, ну как бельмо у нее на глазу, она думает, ух, что же это такое, что же это такое? А знаете, за что беспокоиться? За своего либо сына, либо мужа. Вот. Боится, что мужчинка на вас залипнет. Поэтому прям думает, боже, ну что же мне такого сделать? Вот, что бы мне с ней такого сделать, чтобы она не мелькала перед моими мужиками туда-сюда, туда-сюда? Что делать, если это ваша соседка? Она прям выглядывает, когда вы будете идти, когда вы будете выходить. Если вы выходите из квартиры, ну, как всегда, красивая, замечательная, вот, она старается этих своих мужиков, значит, отвлекать, да, чтобы на вас там лишний раз не глянули, чтобы случайно вы с этим мужиком не столкнулись там в подъезде, в лифте, да, либо там на лестничной площадке. Вот такая женщина. Я, если честно, в шоке. Я не понимаю таких людей. Кто тебе мешает следить за собой? Кто тебе мешает тоже выглядеть хорошо? Ну, пойди ты в тот салон, да, купи ты себе нормальную одежду. Если надо похудеть, похудей. Что ж ты делаешь, да? Вот просто ненавидеть человека за то, что он красивый, за то, что он опрятный, и за то, что, по ее мнению, да, может увести ее мужа. Ну, так следи за собой, не будет у тебя таких проблем. Ну, прям на курицу похоже, да. Может быть, вы понимаете, о ком я говорю. Может быть, вы ее тоже так курицей называете. Просто прям курицу показали. Следи, девочки, следит и день и ночь. Она прям покой и сон потеряла из-за вас. За мужиков своих переживает. Либо за сына, либо за мужа. Дальше, мои хорошие. Вот здесь по пятерочке следит за вами тот человек, с кем вы в ссоре, в конфликте, недавно поссорились, конфликтовали, либо давным-давно, да, уже забыли про этого человека, а этот человек о вас помнит. Следит он за вами как-то с расстояния. То есть это не физическая слежка, там по углам не прячется за деревьями, а следит вот через интернет, может быть. Либо у вас есть общие знакомые, и он через этих общих знакомых получает о вас постоянно информацию. Зачем ему информация? Человек намерен в жизнь вашу вернуться. Вернуться, конечно, план максимум – это помириться, восстановиться, быть вместе, а план минимум – хотя бы просто помириться. Вот. Поэтому следит. Сейчас возможности у этого человека на возврат нет, у него путь пока закрыт, может быть, у него там какие-то свои дела, ограничения есть, да? Доехать до вас не может, либо там встречу организовать не может. Но он как держит руку на пульсе, когда появится возможность, ну и, соответственно, и он появится в вашей жизни на вашем пороге. Какое-то ваше прошлое, как снег на голову свалится. Так, кто еще следит? Ну, кто у меня в паре в браке? В паре в браке. Здесь мужчинка какой-то прям надулся весь, на ежика колючего похож.
Вот буквально несколько дней, несколько часов что-то вы сделали, сказали, может быть, прическу новую сделали, может быть, какую-то одежду новую купили, либо что-то ему такое сказали, что его спровоцировало на ревность. И он теперь ходит, у него, знаете, периодически глаз один так на затылок перебегает, вот там, или как-то зеркальцем пользуется, да, подслеживает за вами. А с кем она там общается, а с кем она там переписывается, а о чем она вообще говорит, да? Вот ревность взяла мужика. Очень сильно, кстати, взяла. У него же прям под ложечкой подсасывает, когда он об этом думает. Кому-то он вас приревновал. Может быть, вы о ком-то были хорошего мнения, вот прям высказались, да, вот мужчина там тот-то, тот-то молодец, там, либо хорошо выглядит, и его прям так это задело, так ему прям не по себе, и прям напрягся. Девчонки будут следить за вами, и в вещах может ковыряться, и телефон ваш может вскрыть. Смотрите, не ругайте его, не ругайте, нет. Он хороший, но просто не умеет контролировать свои чувства и эмоции. Ну, не то, чтобы он вам не доверял, но просто вы так хороши, либо вы такие какие-то слова приятные сказали о ком-то, что он прям бедненький. Ой, ничего с тобой поделать не может из-за этой ревности. Так, мои хорошие, очень похоже, вот вышла ситуация на профессиональную сферу. Здесь человек хотел бы вас подсидеть, может быть, да, либо как занять ваше место. Будьте поаккуратнее. Кто-то вам, ну, как подражает, либо полностью вас копирует. Это женщина. Женщина, для которой вы, ну, вот как звезда. Звезда, как образец, как идеал, к которому она стремится. Но мне не нравится то, что она в левой стороне, и мне не нравится, что она хотела бы, ну, вот таким вот, знаете, образом просто, ну, действительно, как подсидеть, либо вот вас, чтобы вас не было, да, была она, да, занять ваше место. Но это вот именно идет по профессиональной сфере, на работе, по делам. Обратите внимание, вот есть. Она такая невысокая, и вот она у вас как-то вот в ногах. Когда вы с ней общаетесь, встречаетесь, сама любезность, да, может еще даже специально лебезить. Но уже у нее идут такие моменты, что она вас в чем-то повторяет, копирует. Ваши действия, слова, поступки. Внешность даже, да, вот внешний вид может копировать. Вы подальше от этой женщины держитесь, подальше. У нее что с головой не в порядке, да. Ну, станет ли нормальный человек в другого переодеваться, понимаете? Какая-то она ненормальная. Вот прям как даже предостережение, чтобы у вас с ней не было общей дороги. Поменьше, девочки, поменьше про себя рассказывайте. В ее присутствии вообще старайтесь молчать. Да, потому что, поверьте, вот она прям глотает ваш образ, ваши слова, ваши действия. Но это ненормально. Здесь явно с головой не дружит человек. Так, идем дальше. Кто за вами следит? Кто? С какой целью? Ну, кому-то отыграется мама следит, девочки. Кому-то мама. Вот, вышла женщина, которая готова, видите, зонтик над вашей головой расставить. Ну, это мамочка, которая любит, переживает. Может быть, там не мама, сестра старшая. Может быть, подруга, которая, вот, знаете, как более такая вот, как мамочка в вашей дружбе. Заботливая женщина. Очень переживает за вас, считает, что вы иногда легкомысленная, что вы иногда сначала там сделаете, потом подумаете. Какое-то для вас будущее стабильное хочет, чтобы у вас прям все так гладенько было, спокойно, гладенько, по-доброму. Вот. И прям, видите, подслеживает. Знаете, как думает, ну, открыто следить не буду, да, потому что нарвусь на неприятности. Вы достаточно независимая девушка. Вот. А вот так тайно буду подслеживать. И если надо, буду помогать. Да? Буду помогать. Ну, вот видите, зонтик над вами раскрывать. Слушайте, какая милая женщина, боже. Вы хоть ей спасибо скажите.
Вот. Если вы попросите ее не следить за вами и скажете, что вы не нуждаетесь в помощи, но она скажет: да, да, конечно, но при этом все равно. Это сердце любящее, это сердце заботящееся, это замечательно. Мои хорошие, это так приятно, когда вот любят, заботятся и готовы вот в любой момент плечо подставить, да, зонтик над вашей головой раскрыть. Это просто прекрасно. Знаете, что вас любят? Любят по-настоящему, искренне, вот жертвенно даже, я бы сказала. Замечательно. Замечательная женщина. Дай Боженька ей здоровья крепкого, чтобы все хорошо у нее было. И чтобы у вас и здоровье было, и чтобы хорошо все было. И чтобы вы, понимаете, жили, не тужили, и никаких проблем. Так. Кто еще за вами следит? Ну, тут у кого-то дети, девочки, обратите внимание, дети, маленькие. Вот что вы говорите, как вы поступаете, как вы действуете. Вот сидит ребеночек, да, и глазками за вами наблюдает. Все запоминает. Ребенок вас очень любит. Вы для ребенка, ну, просто супер мамочка. Вот, все, что вы говорите. Если вы иногда пользуетесь какими-то грубыми словами, либо есть какие-то поступки, действия, за которые вы, ну, смущаетесь, скажем мягко, да, может, стыдитесь даже, ну, я промолчу, хотя уже сказала, простите. Но все мы люди, все мы иногда косячим. Понимаете? А вы так смотрите на своего ребенка и думаете: да он маленький, он ничего не понимает. А он все понимает, и он все с вас перенимает, потому что вас любит и вами восхищается. Будьте в этом плане поаккуратнее, мои хорошие. А кто у меня бабушка? Тут просто бабушка у меня такая вышла, мировая, самая лучшая бабушка в мире. Вот тоже внук, внучка, да, может быть и внук, и внучка, то есть детишки. Вот, они за вами тоже следят, вы как-то что-то делаете, вот какие-то действия ваши, может быть, кушать готовите, может быть, вот как-то там с цветами работаете. Какое-то ваше действие, оно как на АСМР похоже, да, завораживает. Вот детки, они прям как такие сидят, как маленькие мышки, так вот слушают вас, смотрят, любуются, отдыхают, наслаждаются тем, что они видят. Тоже вот прям любят за вами понаблюдать, любят вот послушать, как вы говорите, там, что вы делаете, какие там звуки издаете. Вот это тоже и есть. Есть, и это прекрасно. Вы так благотворно влияете на своих внуков. У них вот прям и нервы успокаиваются, и они более спокойные становятся, уравновешенные. И, знаете, вот прям такие воспоминания у них о вас остаются, вот мысли хорошие, положительные вы в них закладываете. И это просто замечательно. Мои дорогие, ну и напоследок. Я хочу, чтобы вы знали, что вы человечек очень необычный, человечек очень уникальный, неповторимый. У каждой из вас есть свои какие-то особенности, таланты, способности, возможности. Да? Вы в нашем мире, да, вот в мире простых обычных людей, вы звездочки. Звездочки очень яркие, теплые. Вы освещаете этот мир, вы радуете этот мир. Мои хорошие, вот сколько бы лет не было вам, кем бы вы ни были, за вами люди всегда наблюдают. Вы вызываете у людей живой интерес. Да, есть и не очень хорошие люди, которые тоже за вами наблюдают, свои там цели преследуют, но тем не менее. Хороших людей с хорошими добрыми мыслями гораздо больше. Поймите, вам никуда не скрыться от этого внимания. За вами наблюдали, наблюдают и наблюдать будут. Как мужчины, так и женщины. Как там дети, так и пожилые люди. Вы привлекаете внимание, вас хочется рассматривать, вас хочется узнавать лучше и больше. Поэтому, мои милые, никуда от этого внимания не скрыться. Наблюдение есть, наблюдение будет. Старайтесь относиться к этому спокойно. Спокойно. Воспринимайте это спокойно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.